недавно в Твиттере. Электронная газета пишет, что Узбекистан лидирует среди стран СНГ по количеству запущенных новых ГЭС за последние 5 лет. Узбекгидроэнергия сообщает, что в эксплуатацию введено 11 новых ГЭС и 9 ГЭС модернизировано. В России за это же время запустили 6 ГЭС, в Азербайджане 5, в Казахстане 3, в Беларуси 2, в Таджикистане 1. В Украине, Молдове, Грузии и Кыргызстане за это время не построили ни одной электростанции. Не то, что за 5 лет, а за 30 лет своего существования. При этом были попытки ставить микрогэс, но крупных электростанций нет. Да? Микрогэс у нас все-таки строили. Из-за этого, почему так происходит? Знаете, есть основная причина. Основная причина это в том, что от Советского Союза мы перехватили как наследство очень сильный бюрократический аппарат. Например, я сам тоже лично имею опыт. Мне поставили как-то задачу, работала я в одной компании, мне было буквально 27 лет, да, и мне сказали, надо построить, даже не 27, 23 года, наверное, мне сказали, надо построить ГЭС, небольшую ГЭС, у нас течет рядом речка, выкуплена земля, давай сделаем ГЭС по-быстрому. Достань лицензию с Минэнерго. И я тогда начал бегать, приделал бумаги, ноги, пошел по инстанциям. И вот на то, чтобы получить лицензию, у меня ушло порядка 2-3 месяцев. Из одного месяца ушло время на то, что Министерство энергии, тогда это называлось Госагентство по недропользованию, в разные годы по-разному называлось. Короче, надо было сначала пойти составить заявку, потом надо было пойти собрать документы от компании, да, потом надо было пойти заказать только в одном месте, проектном институте, который при ведомстве, проект строительства. Эти инженеры, которые там сидели, узнали только, как строить именно по той технологии, которая была защищена в Советском Союзе. То есть вместо того, чтобы поставить маленькую гравитационную ГЭС на небольшой участок, который могла бы вырабатывать 1,5 мегаватта, они замутили деривационный канал длиной в 2 километра, огромную силовую установку на 3 мегаватта. И это все потребовало бы, чтобы отводили под ГЭС практически 2 километра, а потом надо было провести экологическую экспертизу. Это могло привести к тому, что приходилось строить дамбу. При строительстве дамбы речка затапливала окружающие дома. Соответственно, надо было пойти еще в селе взять разрешение. Да, и лицензию я получил все-таки, проект написали, но техническое исполнение уперлось в то, что надо было идти в Айлык-Мөтө и требовать эту землю 2 километра русла реки под деривативный канал. А еще требовалось получить разрешение на строительство дамбы. То есть из-за этого ГЭС построить не удалось. Да? То есть, хотя лицензия была получена, предварительные уже договора о закупке водоворотной ГЭС были заключены, но построить не удалось. Итак, у нас во всех сферах жизни. То есть, что нам помешало тогда? Первое – это процедуры. Второе – это технологии и специалисты, которые мало чего знают только старые технологии. Третье – это местные муниципалитеты, получается, и местное население, которое было против. Там они даже выступили и сказали, что всем домам вы дадите нам бесплатное электричество. Хотя, по сути, получалось так, что дебит воды меняется в течение года, и там вырабатывалось бы в среднем 1 мегаватт. Да? 1 мегаватт не хватило бы. Половина этой суммы тратила бы этот объект, а половины, получается, не хватило бы на все дома, села. И сельсовета. В итоге так было принято решение не строить, подключиться просто к коммуникациям Северэлектро. А еще Северэлектро установила правило, что мы будем покупать у вас электроэнергию только по самой низкой цене. Да? Низкая цена уже не била на себестоимость, поэтому было принято решение не строить ГЭС. Я думал, с этого времени ситуация изменится, уже 10 лет прошло, почти 10-12 лет прошло. Однако, по моим данным, тоже отвод земли, во-первых, технология, потому что, вы знаете, вам экспертизу ставят люди, которые работают на государственных органах, а эти люди ни разу не строили гравитационных ГЭС, которые очень простые. К сожалению, они не знакомы с этой технологией и могут дать отрицательное заключение на эту технологию. На другую технологию они дают положительное заключение. Да? И, соответственно, пока это все пройдешь, ничего не получится.
А можно было бы кучу микрогэс построить, да, если бы не вот эти два вопроса решить. Первое – это технологическое отставание, или просто убрать эту экспертизу, да, которая просто отстает за технологиями. И второе – это чтобы местное население тоже приветствовало любые инновации, сначала позволяло что-то сделать, а потом уже выдвигало требования. Да? Поэтому вот если бы эти две ситуации были такие хорошие, у нас бы были бы уже ГЭС. И так по другим тоже параметрам также. Наша страна нуждается очень сильно в развитии человеческого капитала, в развитии такого мышления. Да? Мышление направлено на созидание, а не на консервацию.